Ассаляму алейкум, дуслар! Исянмисис? Знаете ли вы, что в русском языке, который сегодня применяется в России и в других странах Евразии, бывших республиках Советского Союза, используется очень много слов, заимствованных из татарского языка? Мало того, имеются специальные труды ученых-лингвистов, которые подтверждают этимологию всех этих заимствований. Итак, обо всем по порядку. В нашей программе «Такой татарский русский». Татары любят вкусно поесть, с этим не поспоришь. Вот и начнем с еды. Лаваш. Пресный пшеничный хлеб в виде тонких больших лепешек. Российский ученый-лингвист Василий Васильевич Радлов указывает на наличие слова в турецком, чагатайском, азербайджанском и в крымско-татарском языках в значениях «тонкое пирожное из пшеницы» либо «круглый тонкий хлеб» вроде блинов, а также «лепешка», в том числе служащая вместо скатерти. В русский язык это слово пришло через татар, и звучит оно как «лаваш». Манты – род крупных пельменей. Василий Радлов пишет, что слово это есть в татарском, казанский диалект, и узбекском языках. Манту, манты, мант – пельмени, вареные на пару. А также в турецком манты – пирожное из слоеного теста с начинкой. Советский тюрколог Константин Кузьмич Юдахин зафиксировал значение на киргизском языке. Манту – паровые пельмени. В узбекско-русском словаре манти – крупные пельмени, сваренные на пару. Пирог происходит из татарского слова «бörek» – «бюрек» и обозначает выпеченное изделие из раскатанного теста с начинкой. Василий Радлов приводит несколько значений. Первое – пирог с творогом. Второе – татарская шапка из войлока. Слово «бюрек» все еще встречается в турецком, чагатайском, хивинском, туркменском, крымско-татарском языках в значениях «пирог» или «пельмени». Из этого же корня образуется и слово «чебурек», что значит «чи» — сырой и «бюрек» — пирожок. Ну что ж, о еде мы можем говорить часами, но хорошего понемножку. На сегодня все. Это была программа «Такой татарский русский». Встретимся в следующих выпусках. Дальше все будет еще интереснее.